Всем привет! Меня зовут Рома. А я Яна. Мы начинаем проект «Этнодевчонки в поисках счастья». И сегодня мы узнаем, в чем заключается счастье Удмуртского народа. Здравствуйте, я Настя, и я расскажу вам об удмуртских традициях. Анастасия родилась в поселке Куеда Пермской области, студентка индустриального техникума. Учебу совмещает с работой технологом на хлебокомбинате. Участница ансамбля удмуртской песни. Увлекается музыкой, танцами, рукоделием и экстремальными видами спорта. В 2020 году получила титул «Мисс Естественность». Главный девиз жизни – делать добро. Готовы? Поехали! Добро пожаловать на праздник Трачин! Праздник Трачин по-русски называется Троица. Раньше удмуртов назывался Куар-Баштон, Куар-Вышан. Вот до Трачиного дня нельзя было рвать траву, топтать цветы, нельзя ломать ветки, потому что земля рожает, все растет, все цветет. Раиса Фадеевна, а в чем заключается удмуртское счастье? Удмуртское счастье для меня заключается в том, чтобы, самое главное, сохранился язык удмуртский, чтобы язык знали не только вот мой возраст, да, чтобы дети мои дети, ихние дети, чтобы будущее поколение, они знали свой язык, они сохранили ценнейшую, уникальную культуру удмуртского народа. У удмуртов существует такой обычай, существует, кстати, и поныне, молодых, которые недавно вышли замуж, обязательно их на празднике могут на гербере, могут на сенокосе бросать в речку. Но если речка маленькая, там родниковая вода бежит, то брызгали водой. Почему это делалось? Это делалось потому, что чтобы у молодухи была душа чистой, чтобы всякое недоброе с глаз не приставал к ней. Чтоб дети рожались здоровыми. Невозможно раскрыть секреты счастья, не побывав в удмуртской деревне, настоящей удмуртской избе. Карамас-Пильга – деревня в Киясовском районе Удмуртской республики, расположена в 66 километрах к югу от Ижевска. Известна как центр аутентичной удмуртской культуры, где до сих пор сильны языческие традиции. Настя, мы тебе повязали платок, волосы скрываем, потому что удмурты, удмуртские женщины всегда волосы скрывали. Почему? Потому что через волосы верили этому, что через волосы можно человека сглазить. Настя, а какие блюда у тебя готовят в семье? Перепечи, топани и шакира. А вот сейчас мы с вами пойдем на кухню стряпать табани и перепечи. Идемте.
Елена Петровна, в чем заключается счастье удмуртского народа? Счастье для удмуртского народа – это то, что мы живем на такой прекрасной земле, что у нас есть хлеб на столе, что у нас дети здоровые, что в семье все хорошо. Вот это счастье. А еще Карамас-Крига славится наша своим родником, который называется Сарали. И мы пойдем туда купать нашу невесту. У удмуртов очень красивые наряды, особенно у девушек. Мне интересно узнать, на груди маниста. Что вообще значат эти монеты и имеет ли значение размеры, которые там есть? Манисты – это женское украшение, нагрудное женское украшение. И это еще и оберег. На мне манисты чисто серебряные, царские, очень старинные. Эти манисты передаются по женской линии. То есть это мне передалось от моей прапрабабушки. То есть они настолько уже старые, да. И вот величина манисты тоже означает, это, что девушка из богатой семьи. А пока девушки общаются о женском, мы побываем в селе Бураново, где познакомимся с настоящими бабушками, которые покорили весь мир и Евровидение. Здравствуйте, дядя Урей. У нас программа о счастье. Насколько вы сейчас счастливы? Счастье не может ведь длиться долго. Там прям секундами, да, бабушки? Вот я сегодня утром встала, вижу тучи, вроде дождик, значит, будет. Это уже счастье. Главной целью поездки вашей на Евровидение была цель заработать на храм. Когда вы поняли, что вот эта цель, она вот-вот осуществится, и вы построите храм? Ты делаешь такие дела, внутри это все делается, меняется. И это хорошо, потому что не только у нас строится это внутри. Тогда уже видно было, что народ нам поможет. Все, что не случается, все к лучшему. Все к лучшему. Если цель благая, вот самое важное. Самое важное, когда нет каких-то корыстных у тебя внутри целей, тогда получается. А давайте споем. А давайте. Туне, 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 шана авани. Тунелешке килидити чука земі авани. Тунелешке килидити чука земі авани. Ты знаешь слова о чем? Только сегодня, только сейчас ты видишь. Тунне это сегодня. Если завтра даже и захочешь увидеть нас, можешь уже и не увидеть. Вот такие непростые там слова. Если ты любишь жизнь, если у тебя внутри радость есть, тогда делается легко. Вот это, наверное, счастье. Вот и закончилось увлекательное путешествие в мир удмуртских традиций. Яна, как ты думаешь, мы смогли разгадать секрет удмуртского счастья? Полностью нет, но нам удалось хотя бы немного прикоснуться к этой культуре. Жаль, что уже все заканчивается. А я думаю, что все еще впереди. И уже в следующем выпуске проекта «Этно-девчонки» зрители познакомятся с новой героиней и погрузятся в увлекательный мир народных традиций. Готовы? Поехали! Пусть мы с тобой такие разные и говорим на разных языках, но все мы мечтаем о счастье, мечтаем и верим, все в наших руках. Красивые, добрые и смелые.
счастье свое.